Один хороший мой товарищ, дай Бог ему здоровья, он грузин сам, он сказал, говорит, это когда он сказал еще, в 75-м году, если не ошибаюсь. Грузины этого не могут понять, говорит, когда между нами будет снова река Ингур, граница, и мы там будем, вот тогда мы будем друг друга уважать. Мы здесь гости, он сказал. В нем была слишком сильная человеческая. Ну, вот это вот это есть настоящий человек. Не каждый сможет сказать справедливо. Давайте у нас еще хотя бы о 2-3 героях поговорим. Может быть, о Я приведу очень простой пример. Это тема бесконечная. Просто хочу, чтобы молодежь слушала. Там в выпуске это есть вещь, но сейчас поймешь, почему это скажу. Вот, когда скажу, человек выше всего. Ну, 37-й год вы все знаете. Да. В одну ночь, подчеркиваю, это почему-то не любят, говорят, в Ишерах на берегу Месты 796 человек, 796, подчеркиваю. Человек, в основном абхазцы, были расстреляны. Они, ну, ишерцы старые говорили еще, я застал. Апсу, Ахирчуш, Махадзой, понимаешь, а там и всех везде бросали. И это было для зрителя. Абхазы, неужели вы не слышите, что нас убивают? И дело дошло до того, что, ну, когда человек уходит в тот мир, уже когда война шла, ну, поголовной мобилизации здесь шли и так далее, землю должны, ну, последний приют должны, ну, мужчины копают всегда могилу и так далее. Мужчин не было, чтобы копать землю, женщины копали. Это для абхазцев неслыханно, непонятно. Всех убили? Ну, нет, никого не осталось. И с Ачамчири пришла разнарядка, вот такая бумага с НКВД, составить список врагов народа и отправить в Ачамчири с курьером. А там был председатель сельсовета Аргун Миша. Он после войны, вот только ушел, свыше 100 лет прожил, вечная ему память. Тут настоящий мужчина. Он прочел письмо. Он же умный человек, лет 30 ему было уже. И такой живой был. Побрился, помылся, вещи собрал, прибыл в Ачамчир. Закончилось? Ставь сюда телефон. Вот список врагов народа открывает. Аргун Миша Шаханович, единственный, сам себя написал. Нянь. 18 лет он сидел. Но из Ткварчини ни одного человека, село тогда было, ни один Он не пострадал. сам себя. Сам себя в жертву принес. Огромным авторитетом пользовался. Началась война, вот, а ему уже 95-97 лет, такой живой охотник был, очки не носил, ну, такой традиционный, в хорошем смысле абхаз был. И там возникла ситуация очень критическая, город сдавать, не сдавать, там все эту историю знаете. Миша встал вот так, Алабашу посох держит, будем воевать и победим. Все, больше он ничего не сказал по-абхазски. Как говорится, разрубил городе узел. Вот это настоящие люди, вот с кого нужно примерять. А он никогда об этом, я об этом совершенно случайно узнал. Он не рассказывал. Это тоже герой. Ну еще какой. Да. Вот на чем нужно воспитывать молодежь, понимаете? Еще несколько случаев таких я знаю. Расскажите еще несколько. Может быть, еще один.